Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года для стрельцов. Посмотрим сегодня прогноз на метафорической колоде. Первая карта – это основные события недели, основная энергия. Карта говорит о том, что самое главное для нас на этой неделе – это увидеть себя в истинном свете. То есть, скорее всего, мы совершать будем какие-то ошибки, которые как раз причина которых в нас самих. То есть мы себя неправильно воспринимаем. Мы видим себя одним человеком, а на самом деле мы совершенно другие. И ситуации нам будут показывать это на неделе. Это может быть в отношениях с нашим партнером. Допустим, мы ожидаем от него одной реакции, а он совершенно по-другому реагирует. Либо, допустим, в работе мы ожидали, что там нас похвалят, а нас, наоборот, допустим, критиковали и так далее. То есть все вот эти наши неправильные ожидания, они на этой неделе показывают, в чем именно нам нужно меняться. То есть мы должны видеть на этой неделе в людях зеркала, да, то есть отражение того, что происходит в нас самих и что нам желательно исправить для того, чтобы все наши желания реализовывались, чтобы мы правильно видели реальность, чтобы не было никаких иллюзий, самообмана и так далее. Кроме того, карта связана с зеркалом, то есть мы можем заниматься внешностью своей, там диета, похудение, приобретение, может быть, какой-то одежды, вещей, заниматься будем прической, там, внешностью и так далее, и так далее. То есть тело и то, что на нем одето, да, может быть, манеры, поведение тоже сюда будет включаться. Давайте посмотрим отношения для стрельцов, для тех, кто пока без пары. Выпадает карта вот такой помощи, да, то есть вам действительно нужна помощь для того, чтобы вы пару приобрели себе. Почему так? Скорее всего, у вас очень много было негативного опыта, и вы сейчас просто боитесь отношений. И карта говорит о том, что время сейчас для вас подходящее, да, для того, чтобы у вас отношения были. То есть у вас по судьбе, видимо, хороший период. Но так как у вас есть отрицательный опыт, вы просто как бы не готовы вообще с кем-то себя связывать, и ваше подсознание делает все для того, чтобы оттолкнуть от вас партнеров. То есть здесь вот либо нужно воспользоваться помощью психолога, либо разобраться в своем подсознании вот с этими страхами, которые у вас есть самостоятельно, да, то есть не побояться вытащить их наружу, спросить себя, что именно плохого в прошлом было, да, и какого повторения я боюсь. То есть нужно это вытащить все наружу и разобраться с этим вопросом. Тут действительно у вас серьезная такая причина, и как бы вы сами отталкиваете от себя все обстоятельства, которые вас могли бы свести с тем человеком, который вам предназначен по судьбе. Для тех, у кого есть пара. Здесь вот карта говорит о том, что, скорее всего, вы будете противопоставлять себя своему партнеру, либо его семье, допустим, либо вообще любым людям близким, да, может быть, допустим, ваш муж или ваша жена как-то объединились с другими людьми из вашей семьи, да, и они как-то вот вас осуждают, критикуют, против чего-то именно в вашем поведении они возмущены, да, они действуют, вот они хотят, чтобы вы изменились в чем-то. И карта говорит о том, что не нужно вообще вот этих противостояний. На самом деле вот то, что в нас осуждают обычно люди, это они не хотят замечать в себе. Но, в принципе, насильно мы это им объяснить не можем. И карта говорит о том, что нужно просто как бы проявлять себя в те моменты, когда нет рядом вот этих людей. То есть здесь вот такая ситуация, когда вот правы те, которых много, да, и вам трудно будет вообще им что-то доказать свое. И поэтому обязательно нужно будет
ну, какое-то время так дать себе для того, чтобы все успокоилось, да, то есть не нужно им противостоять, не нужно ничего доказывать, а придет время, да, и вы сможете себя проявить так, как вам нужно, как вам необходимо. Кроме того, здесь ситуация может быть еще связана с чем? Могут быть какие-то наговоры вашему партнеру о вас, да, со стороны какого-то ближайшего окружения. То есть, ну, скажем так, сплетни, да, как собаки брешут. То есть могут быть просто элементарные сплетни и наговоры. То есть тогда вам нужно обязательно как бы говорить о том, как есть на самом деле. То есть не нужно как бы соглашаться на то, что вот говорят, да, то есть нужно обязательно разговаривать со своим партнером. Но вот ситуация все-таки может быть омрачена вот таким вот образом, да, когда мы будем вынуждены защищаться против кого-то. И неплохо было бы, чтобы на вашей стороне был ваш партнер или люди, которые ну, как бы вас любят, относятся к вам с уважением, чтобы как бы сила в коллектива, да, была против силы коллектива, то есть чтобы это было равноценно, равноправно. Не нужно оставаться в одиночестве, нужно найти себе союзников в вашей позиции, и тогда вам будет легче. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы пока не готовы мириться, потому что еще там гнев ваш или ревность, или еще какие-то негативные эмоции, они не перегорели и не переварились. Нужно дать время, чтобы это все прошло, и потом только уже мириться. Если мириться сейчас, то будет как бы повторение всего того, что уже было. То есть это смысла не имеет. Работу посмотрим для стрельцов, для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что нужно возвращаться к тому, что было раньше, то, что вас радовало когда-то, приносило вам удовлетворение, давало прибыль, там, успех, помогало вам реализовывать себя. Вот такие какие-то наверняка у вас уже были хорошие такие светлые моменты в работе, в деятельности, в творчестве. Может быть, это даже свое дело какое-то, да, хобби, которое вы реализовывали. Вот здесь вот есть возможность вернуться к тому, что уже было. И здесь действительно может хороший результат получиться у вас. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что нужно обязательно вот вытаскивать наружу то, что накопилось. То есть вы уже, скорее всего, испытываете вот негативные чувства на вот том месте работы, где вы сейчас находитесь. И карта говорит о том, что элементарно даже просто уборка вашего рабочего места, да, там разборка в бумагах и так далее, когда вы уберете что-то лишнее, оно уже поможет вам чувствовать себя лучше на рабочем месте. Это с одной стороны. С другой стороны, могут открыться какие-то на этой неделе ошибки ваши, да, или может быть вот то, что, чему вы не уделили внимания, оно может как-то проявиться на этой неделе. Также карта говорит о том, что вообще может быть возврат к каким-то старым проектам. Может быть, пригодится какая-то информация из прошлого, может быть, то, чему вы учились раньше, пригодится, или те люди, с которыми вы общались раньше, либо какие-то документы, бумаги, дипломы и так далее, вот они могут пригодиться. Давайте посмотрим для тех, кто своим делом занимается, что ждет на этой неделе. Карта говорит о том, что вам нужно обязательно сотрудничество, но сотрудничество с человеком, который очень на вас похож, с которым у вас общие цели и планы, и который, знаете, человек как бы творческий, человек, который обладает воображением, и человек, который, ну, может быть, поддержит вас вот в выбранном направлении. Может быть, допустим, что-то долгое время у вас не получалось, или вы какую-то идею вынашивали, и вот с помощью кого-то вам легче будет начать вот этот новый проект. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, на этой неделе вы увидите какую-то ситуацию так, как она есть на самом деле, да, вот опять это перекликается с главной картой, то есть, скорее всего, у вас были какие-то заблуждения либо по поводу тех людей, с которыми вы работаете, либо по поводу партнеров, либо по поводу, может быть,
каких-то процессов в вашей деятельности. И вот на этой неделе все для вас станет явным. Также карта говорит о том, что будет, скорее всего, какой-то рост очень хороший, движение, продвижение. Будет ситуация, которая раскроет какие-то скрытые моменты ранее, да, то есть какая-то была тайна, недосказанность или какие-то, ну, кто-то что-то от вас скрывал, это может открыться. И также карта с деньгами связана, то есть может быть прибыль очень хорошая от новых проектов, может быть не сейчас, а в будущем. Давайте посмотрим финансы для тех, кто работает. Карта говорит о том, что вы получите даже сверху того, на что рассчитывали. Карта говорит о том, что будут оценены какие-то ваши проекты, ваши какие-то достижения, то, что вы умеете общаться с людьми, то, что вообще вот это время, пока вы работали, да, вот за какой срок вы получаете финансовое вознаграждение, вы просто были вот удачливы, успешны во всем. И вот, в принципе, может быть даже повышение у вас здесь оплаты. Может быть там премия какая-то, да, подарок, какая-то грамота, может быть выигрыш какой-то, не знаю, где там может на работе быть выигрыш, может быть просто это какой-то дополнительный доход, то есть работа работает, да, а у вас еще, может быть, откроется какой-то дополнительный доход или, может быть, действительно в лотерею вы выиграете. Ну, здесь вот действительно с деньгами все хорошо, и может даже доход приходить из каких-то неожиданных источников, как подарок, допустим, от близких людей, или как подарок, ну, на который вы не рассчитывали. Для тех, кто имеет свое дело, вот здесь карта говорит о том, что вам нужно подумать о втором доходе. Вы пока что пользуетесь только как бы одним источником дохода, но точно у вас есть возможность к этому добавить что-то, то есть удвоить свой доход есть возможность. И такое ощущение, что вы либо этого не видите, либо отмахиваетесь от этого, да, может быть, не хотите лишних хлопот или ответственности, или думаете, что у вас не хватит сил. Но в любом случае карта говорит о том, что нужно подумать об удвоении дохода и использовании тех ресурсов, которые у вас уже есть. Совет для стрельцов на эту неделю. Выпадает вот карта с таким львом, который вот выходит из логова ранней весной, когда у нас начинает таять снег, да, то есть карта говорит о том, что пришло время для действий, пришло время для того, чтобы решить вопрос с одиночеством, пришло время для того, чтобы взглянуть правде в глаза, пришло время, чтобы начать реализовывать себя вот как индивидуальность, пришло время для того, чтобы как бы поставить, ну, как бы перестать быть жертвой, да, вот в отношениях. Пришло время, чтобы открыть какой-то новый источник дохода и так далее, и так далее. Вот смотрите, здесь вот вся вот это, как все карты говорят о том, что время для вас пришло, и нужно им воспользоваться. То есть что-то важное может в вашей жизни начаться. Нужно не бояться себя проявлять и действовать очень быстро, действовать своевременно, и тогда результат будет очень хорошим. Друзья, желаю замечательной недели. Всего вам доброго. До новых встреч.